Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. За прошлый год кибермошенники похитили у россиян более 15 миллиардов рублей. Какие схемы используют сегодня злоумышленники, какие меры применяют правоохранительные органы, мы сегодня и в борьбе с ними спросим у нашего гостя Алексея Хаджикова, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов. Алексей Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу начать вот с чего. Каково количество совершаемых преступлений, именно кибермошеннических преступлений у нас в республике на сегодняшний день? Дело в том, что такие преступления остаются стабильно высокими. На территории республики в 2023 году количество таких преступлений возросло на 24% и составило 3500 преступлений. Их доля в общем массиве преступности достигла рекордных 28%, то есть совершается каждое пятое преступление в сфере кибермошенничества с использованием ИТТ. Из них раскрывается в связи с сложностью расследования не более 24% у нас в республике. Аналогичная тенденция роста имеется на территории Российской Федерации, в том числе на территории Дальнего Востока. Структура таких преступлений состоит на 81% из имущественных преступлений. Это мошенничество либо кража с банковских счетов граждан. Рост таких преступлений зарегистрирован в основном по городу Якутску, Алданском, Нерюнгринском, Ленском районах. Суммарный ущерб, причиненный жителям региона от данных преступлений, превысил 870 миллионов рублей. Алексей Георгиевич, вы сказали, что раскрываемость 24%, а почему показатели объективно низкие? Ведь в современной цифровой среде отследить, так скажем, цифровой след, это же крайне легко. Наоборот, это довольно-таки сложная процедура, которая очень занимает длительное время. При том, что в этой структуре IT не только же мошенничество, там очень много таких преступлений, которые связаны с хищениями с банковских карт. То есть здесь значительная доля преступлений, которые кто-то находит банковскую карту и совершает там какие-то определенные транзакции. В результате, например, находит телефон сотовый, незащищенный паролем, лежащий, и тоже там бывает перечисления такие разовые. Но очень много денежных средств уходит в криптоактивы. Их тоже очень довольно-таки сложно установить. Но я по большей части имею случай, когда звонят: «Здравствуйте, это банк». Да. И еще вы упомянули, что большинство мошенничеств приходится на Якутск, Алдан, Нерюнгри и Ленск. То есть, получается, мошенники условно знают, где обитает платежеспособное население? Ну да, это промышленные районы, где, конечно, проживает наиболее платежеспособное население. А вот если говорить о пострадавших, то, так скажем, каков портрет пострадавшего от действий мошенника? Но если ранее это были у нас пожилые люди пожилого возраста, то сейчас это уже все категории. К нам приходят как и молодые, успешные люди, которые там пытаются заработать на криптовалюте, там трейдерство очень развито. Они вложат свои деньги в лжеброкерам. Такая тоже ситуация есть. И есть распространенная схема мошенничества, там, где звонят из Центрального банка Российской Федерации, представляясь, и похищают денежные средства граждан. У нас, если ранее средства похищались у платежеспособного населения, то сейчас нет никаких проблем. Все через мобильные кабинеты, онлайн-кабинеты могут оформить кредиты. И поэтому у нас сейчас и люди, которые с низким доходом, тоже могут становиться жертвой преступлений, поскольку они просто ходят по банкам и оформляют кредиты. Из последних случаев ребенку позвонили мошенники, и он перевел им на счет деньги родителей, Да. якобы за какие-то там бонусы в игре. Да, А почему так омолодилась резко эта схема? Если раньше это были пожилые, то теперь уже, получается, практически все слои населения не защищены от этого. Да, да. Первопричина — это, наверное, излишняя доверчивость и отсутствие контроля. У нас, получается, бывают такие ситуации, когда мы же проводим личный прием граждан, пострадавших от преступлений. И очень часто бывает такая ситуация, что родственники видят, что нетипичное поведение своего члена семьи, но при этом сейчас же цифровой век, у всех времени нет, все сидят в мобильных устройствах. Они видят, например, что мать или член семьи какой-то ходит и явно занимается чем-то. Если он в это время сидел дома, то он в эти дни почему-то активно начинает куда-то выходить. Спрашивают, что происходит, и не могут добиться внятного ответа. А оказывается, что потом в течение недели, 2 недель, месяца преступники под предлогом участия в специальной операции по разоблачению и извлечению банкиров участвовали, выводили свои денежные средства, брали кредиты длительное время. И члены семьи, если при должном внимании,
при должном общении в семье, скорее всего, могли бы выявить это, понять ранее. Вот, например, был такой случай, когда женщина пожилого возраста брала кредиты, оформляла. И дочь узнала об этом, тоже спросила. И мать была предупреждена, она знала, понимала, что бывают мошеннические схемы. Сейчас же буквально с каждого мобильного устройства говорят, что можно, профилактика-то идет очень такая сильная профилактическая работа. Мать знала, что может стать жертвой преступников. Но там берутся же они на испуг, то, что ваши денежные средства идут на финансирование военнослужащих Украины, что необходимо защитить, нужно оказать содействие в расследовании уголовных дел. И получается, люди пугаются, и под этим испугом они начинают уже участвовать в специальной операции и выводить активно свои средства, сначала вкладывать. Потом, получается, ходят по банкам, берут, оформляют кредиты. Там у нас, получается, срок в течение 2-3 недель, например, было такое, что ходили по разным банкам, брали под залог жилья. В одном случае у нас женщина продала свое жилье, даже без жилья осталась, и все эти средства перевела преступникам. Такие факты тоже имеют место быть. То есть, насколько я вот понимаю сейчас из ваших рассказов, схемы мошенничества, они буквально с каждым днем новые. Если раньше просто звонили и там говорили о том, что у вас попал в беду родственник, ну или там вот эти вот выгодные акции, сейчас уже совсем другая риторика. Да. А нет ощущения, что вот в этой проблеме есть три стороны виноватых? То есть, ну, безусловно, и сами пострадавшие в этом виноваты, потому что добровольно переводят деньги, даже если они находятся под, так скажем, психологической обработкой. Банки, которые видят нетипичное поведение для клиента и все равно выдают ему, так скажем, кредит. И мобильные операторы, которые никак не фиксируют спам-звонки или мошенничество. Это же абсолютно комплексная проблема, и бороться только с теми, так скажем, кто переводит деньги мошенникам, по-моему, ну, на мой субъективный взгляд, это неэффективно. Ну тут, наверное, нельзя говорить о вине, потому что гражданин пострадал в результате преступных действий. Как правило, это граждане, которые сами даже не могут допустить мысли о преступном поведении. То есть это законопослушные граждане, добропорядочные, которые всю жизнь провели в том, что они даже не могут допустить мысли, что вот можно так поступать, поэтому они попадаются на такое. По сотовым операторам у нас работа ведется, по подменным номерам блокируются телефоны. Но сейчас вы же понимаете, что все идет в интернет-трафике через WhatsApp-приложение, Telegram-приложение. То есть мобильные операторы на данный момент не имеют возможности фиксировать трафик, то есть каким образом идет. И все звонки идут у нас через мессенджер, получается. И сейчас новая схема мошенничества пошла, когда доверие вызывается тем, что... Видеозвонок. Нет, тем, что у нас, получается, выходит кто-то из ближнего окружения. То есть подменяется в WhatsApp контакт, выходит либо через руководителя, либо через какого-то знакомого. Говорят, у нас такая-то ситуация проблемная, нужно оказать содействие. И человек уже предполагает, что он общается со своим знакомым, у него уже есть контакт, и он говорит, сейчас тебе перезвонят, предупреждают. Либо со службой безопасности нашей организации, либо с Федеральной службой безопасности. И после этого начинается вот механизм раскручивания потерпевшего. Вот такая ситуация. Банковская сторона здесь тоже замешана, которая выдает. С ней же, это, насколько понимаю, тоже нужно работать? Ну, дело в том, что банки — это коммерческая организация. Мы не можем сказать, что они тут виноваты, потому что у нас люди же дееспособные. Дееспособные люди приходят, обращаются за кредитами. Преступники их легендируют, они говорят, что необходимо. Банкиры будут спрашивать, не являетесь ли вы жертвой мошенников. На что нужно отвечать? Нет, я покупаю там какое-то дорогостоящее имущество, вещь, делаю ремонт там, или что-то такое. То есть в этой части они введены в заблуждение, потерпевшие. А мы, сотрудники банков, они, конечно, есть факты, очень хорошие факты профилактики. Вот у нас, например, по Алданскому району в одном из банков, я не буду называть в каком, служба безопасности, там, во взаимодействии с правоохранительными органами, они отработали, поняли, что человек является жертвой преступников, и пресекли перевод денежных средств. У нас вот в июне прошлого года было межведомственное совещание с участием банков, правоохранительных органов, на котором была выработана определенная схема действия в случае выявления такого поведения клиентов, если явно выходит за нормальное поведение. Вот такие факты положительные есть. У нас и правоохранительные органы выезжают, следственно-оперативные группы по сигналам банков. Такая работа есть, просто об этом мало говорят. То есть такая работа по профилактике тоже ведется.
Мы, например, прокуратура республики тоже видеоролик, я вот хотел бы попросить тоже, чтобы транслировали в конце передачи этот видеоролик. Видеоролик банки направили, алгоритм действий определенный направили тоже, каким образом необходимо работнику банка при выдаче крупных средств и при оформлении кредитов, какие нужно последовательно задавать вопросы. Потому что у нас вот вчера буквально была женщина, в которой в одном из столичных банков тоже также предупреждали, что есть вот факты, что преступники звонят под именем Центробанка. А женщина почему-то недопоняла по какому-то там и сказала: нет, нет, я покупаю там дорогостоящую песню, шубу, по-моему, себе, что ли. То есть в этой части вот работа ведется, но есть всегда же человеческий фактор. То есть у нас, получается, какие-то работники более принципиально смотрят, а кто-то там или уставший, или времени нет, он, соответственно, может и пропустить. Алексей Георгиевич, давайте вот в заключение, так скажем, мы близимся к завершению нашему логическому, озвучим, все-таки мы с вами сегодня занимаемся в том числе и профилактикой подобного рода преступлений, правонарушений. Давайте озвучим, вот как не попасться все-таки на уловку мошенников. Мы, безусловно, вначале сказали, что это сохранять холодную голову. Что дальше? Мы должны понимать, что если вам позвонили и сказали, что проводится специальная операция, вы должны понимать, в соответствии с действующим законодательством, какая-то вербовка, участие в специальной операции дистанционно невозможно. Для этого правоохранительные органы вас пригласят себе и будут оформлены специальные документы. Если вам в мессенджерах направляют подтверждение слов о том, что вы участник какой-то специальной операции по выявлению других преступников, мошенников, направляют вам документы Центробанка, ФСБ, МВД, вы должны понимать, что так сотрудники правоохранительных органов, контролирующих и надзорных органов не действуют. Если говорят, что нужно для безопасности своих средств перевести их на какой-то специальный счет, таких счетов не существует ни в Центробанке, ни в каких банках. Это нужно понимать. Если взломана система защиты банка, то вы не будете потерпевшим как клиент, будет потерпевшим банк. Если вас убедили, что случилась беда с близким родственником, такие факты тоже имеют место быть, то нужно обязательно сначала созвониться с ним. Ни в коем случае нельзя переводить. Если вас вовлекли в инвестиционные проекты, нужно понимать, что если бы это было действительно правдой, бедных бы людей не существовало. Каждый брал бы кредиты под определенный низкий процент и зарабатывал бы на разнице. Такое тоже редко и невозможно. Кроме того, нужно понимать, что когда ты получаешь денежные средства в банке, ты несешь уже ответственность за распоряжение последующими этими денежными средствами. И ни в коем случае эти денежные средства не надо никуда переводить через банкоматы неустановленным лицам. Алексей Георгиевич, я уверен, что благодаря вашей работе подобных случаев все-таки у нас со временем станет меньше. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Это было актуальное интервью. До новых встреч.